В то время как Коммунистическая партия Китая проводила празднование 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики по всему миру, повесткой дня в японском парламенте стал уйгурский вопрос. Общество уйгуров Японии осветило в японском парламенте положение Восточного Туркестана и вопрос лагерей перевоспитания. В момент, когда большинство мусульманских стран и тюркоязычных государств хранят молчание, рассмотрение данного вопроса в парламенте Японии имеет особое значение для народа Восточного Туркестана. Я благодарю народ и правительство Японии за оказанную поддержку. Настал момент объединиться всем миром против беззакония китайских властей, заявил глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш. В рамках двустороннего соглашения городского управления Стамбула с Пекином названия трамвайных остановок города были продублированы на китайском языке. Решение мэрии Стамбула вызвало недовольство уйгурской диаспоры и местного населения. В знак протеста одна из общественных организаций Турции расклеила поверх китайских вывесок афиши с информацией о беспределе, творящемся в Восточном Туркестане, и опубликовала видео в социальной сети. По сообщениям South China Morning Post, после введения запрета на ношение масок и увеличения недовольства местного населения, рейсы поездов и метро в направлении аэропорта были временно прекращены. Полиция Гонконга сообщила, что демонстранты в масках перекрыли улицы баррикадами, разгромили офисы китайских компаний и выступили против сил безопасности. Также стало известно, что китайские полицейские ранили 14-летнего мальчика, состояние которого оценивается как критическое. В столице Швеции начались ядерные переговоры. По сообщениям шведских СМИ, от имени Кореи в переговорах принимает участие Ким Йонг Гил. США представил Стефан Бьоган. Дипломаты встретились в парке Вилла Элфик Странд, расположенной в районе Лидинга. На вопросы журналистов о первой сессии переговоров Ким ответил, что окончательное слово скажет после завершения переговоров. Во время теракта, организованного Исламским фронтом освобождения Мора, являющегося крылом ИГИЛ на юге Филиппин, погибло 7 человек. По словам главнокомандующего 6-го батальона филиппинской пехоты генерала Диасдада Кариона, между ИГИЛ и Исламским фронтом освобождения Мора имеется давняя вражда. Начиная с 2014 года ИГИЛ совместно с группами Абу Саяфа, Мауте и Ансар Халифа проводят теракты в различных регионах Филиппин. В Якутии нашли уникальный алмаз. Внутри камня, названного матрешкой, есть полость, в которой свободно перемещается еще один алмаз. Это первый случай обнаружения такого камня за всю историю добычи алмазов.